Здравствуйте, в эфире телеканал Тува-24. И сегодня с вами я, Александр Филатенко. В Туве побывал доктор биологических наук, профессор Российской академии наук Кирилл Голохваст. С российским ученым встретился временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Хавалык. В Туве наука на месте не стоит. Здесь ученые на опытно-экспериментальных полях Тувинского научно-исследовательского института сельского хозяйства выводят новые сорта зерновых культур, совершенствуют породу тувинских овец, коз и лошадей. Кирилл Сергеевич заверил, что наработанные знания и опыт в скором времени найдут практическое применение в научно-исследовательской работе. И в первую очередь он намерен начать с научного десанта ученых в село Турген, где расположена исследовательская база Тувинского института. Дал поручение вице-премьеру Уранову Андару провести работу, чтобы развернуть инфраструктуру для научно-исследовательской работы. К этой работе прошу подключиться также ТУВГУ и Тувинский сельскохозяйственный техникум. К другим темам. Моему ребенку исполнилось 6 лет, а очередь в ветсад так и не приблизилась. Что делать? С таким вопросом обратилась одна из жительниц Кызыла во время прямого разговора с временно исполняющим обязанности главы Тувы Владиславом Хавалыгом. Как будет решаться ситуация, узнавала Алденкыз Буян. Каждый житель республики мог задать вопрос временно исполняющему обязанности главы республики Тыва на прямой разговор по разным каналам социальных сетей, через горячую линию или специальный сайт. В общей сложности с 5 по 15 августа было задано 1208 вопросов. Один из них, который прозвучал в эфире, был от матери двоих детей Надежды Доржо. Владислав Тавичевич, среди сотен вопросов, поступивших в течение 10 дней, наши коллеги из ЦУРа выбрали для вас следующее обращение. Позвольте, я зачитаю. Вопрос от казалчанки Доржо Надежды Павловны. Она пишет. Здравствуйте, уважаемый Владислав Тавичевич. У меня есть сын, и в декабре ему исполнится 6 лет. Так и не получили садик. Общая очередь составляла около 8000 детей. Мы встали в очередь, когда ему было 8 месяцев, и спустя 5 лет мы оказались только на 151 месте. Звонили в департамент по образованию. Специалисты только глубоко вздыхают и говорят, что мест на детей 5-6 лет очень мало. А в следующем году мы уже пойдем в школу. Мой ребенок хотя бы 1 год походил бы в садик. Как быть, куда обращаться? Как рассказывает Надежда Павловна, ее старший сын уже посещает школу, а вот для младшего постоянно приходится искать няню. Надежда Доржо переживает за социальную адаптацию ребенка, ведь через год ему уже идти в школу, а общения со сверстниками недостаточно. То, что на ее вопрос отреагирует в Рио главы, не ожидала и была приятно удивлена. Я очень благодарна Владиславу Тавичевичу, что мой вопрос из 1200 вопросов ответил на мой вопрос. Владислав Хавалык при ответе на вопрос казылчанки отметил, что к положительному моменту хорошей рождаемости в Туве добавляется проблема – это перегруженность школ и детсадов в Туве. В связи с многочисленными обращениями родителей детей с 5 до 7 лет предшкольного возраста в Рио главы Тувы распорядился изыскать возможность обустроить таких малышей в детские сады. Здесь я тоже в целом посмотрю в городе, да, в очереди, сколько таких детей, чтобы мэрия города и, соответственно, департамент принял, так сказать, соответствующее решение о том, что эти дети пошли все-таки в садик. Все вопросы, которые поступили на прямой разговор 15 августа, а их более 1000, будут систематизированы специалистами министерств и ведомств. Ответы на вопросы жителей Тувы обязательно будут искать. Власть обязана решать проблемы людей, считает Владислав Хавалык, и формат прямого разговора с властью будет продолжен. Алденкыз Буян, Владимир Сюртук, Тува-24. В День Республики 15 августа в программе «Прямой разговор» Владислав Хавалык ответил на наболевшие и острые вопросы жителей региона. Порядка 20 проблем, касающихся различных населенных пунктов республики, было рассмотрено им при общении с земляками. Наша съемочная группа вышла на улицы столицы, чтобы узнать мнение жителей, насколько важна связь между властью и народом. Что же думают жители о том, что власть стала чуть ближе народу? Как вы считаете, взаимодействие власти с народом – это хорошо? Наверное, да, хорошо. Так как люди сами прямую обращаются к нему, поэтому не через кого-то или там, через других людей не обращаются, а сами обращаются. Конечно, должно быть взаимодействие власти с народом, ведь в первую очередь власть должна интересоваться то, что нужно народу. То есть, если проводится этот контакт, это очень хорошо, я думаю. Да, взаимодействие власти с народом. Это очень хорошее, но... Как вы считаете, как часто должны происходить именно вот такие вот прямые разговоры? Ну, как проблемы будут, надо, конечно,
в срочном порядке будем решать проблемы к лучшему. Ну, конечно, хорошо. Власть вообще, в принципе, должна быть с народом, должна взаимодействовать с народом. Она и работает для народа. И самое главное, это социально-экономические вопросы нашей республики. Не только в нашей, но вообще, думаю, это острые вопросы должны решаться. Прежде всего, должно быть соприкосновение с народом не через какие-то инстанции, а просто вот самим конкретным человеком. Тогда будет действенное вот такое взаимоотношение, понимание. Человек все равно важнее, чем какие-то бумаги. Обязательно он должен с народом все это. Ведь народ это все выбирает. С народом должно быть все это согласовано, как же вы хотели, да. Но я не знаю, он только еще начал, только он еще баллотироваться вот будет, просто временно исполняющий обязанности. Но вот я смотрела, постоянно смотрю, он ездит везде в районы, везде вникает, все это вот он. Посмотрим дальше, как будет дело. Как считает большинство респондентов, прямой формат разговора очень важен и актуален. Власть должна быть открытой и доступной. Практика прямых разговоров продолжится. Это реальная возможность напрямую обратиться к врию главы Тувы Владиславу Хавалыгу. Инна Клаян, Чайхан Дангак, Азамат Ачур, Тува-24. В Чахольском районе сотрудники полиции зафиксировали несчастный случай, в результате которого ребенок получил ожоги. Сотрудниками полиции установлено, что ребенок находился в доме своей бабушки. Чтобы помыться, мать мальчика вскипятила воду в ведре, которая находилась на веранде, а ребенок в это время играл рядом. Женщина буквально на минуту зашла в дом и, вернувшись, обнаружила, что ее двухлетний сын упал в кипяченую воду. Ребенок незамедлительно был доставлен в медицинское учреждение, после чего вертолетом санавиации госпитализирован в ожоговое отделение Республиканской больницы номер 1, где на данный момент находится под наблюдением врачей. Медики диагностировали у мальчика обширный термический ожог туловища 2-3 степени. Избирательная комиссия Тувы провела жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени печатных площадей между кандидатами, зарегистрированными на выборы высшего должностного лица республики, которые пройдут 19 сентября. В жеребьевке приняли участие представители телекомпании Тува-24, ГТРК ТВ, газет ШИН, Тувинская правда. Напомним, избирком Тувы зарегистрировал 5 кандидатов на выборы главы республики. Это врию главы Тувы Владислав Хавалык от «Единой России», Андрей Сад от партии «Роста», Владимир Чесноков от партии «Коммунисты России», Айланма Кангол от «Зеленых» и Чайгана Седенол от КПРФ. Закон гарантирует всем кандидатам эфирное время и печатную площадь для публикации агитационных материалов на безвозмездной основе. Сейчас кандидаты все определились со временем. Сейчас, надеюсь, они все это внесут в свои медиапланы и продолжат работу уже в активной фазе для телевидения, для радио, чтобы они были более узнаваемы и чтобы наши избиратели могли, наверное, задать им вопросы по тем или иным проблемам, которые у них возникают. Мы просим всех наших кандидатов, чтобы все происходило в корректной форме, без оскорблений. А вот все, которое мы сегодня распределили, бесплатное эфирное время, оно было распределено в равных частях, чтобы все были в одинаковых условиях и вели нормальную предвыборную кампанию. В случае с телеэфиром каждому кандидату выделяется бесплатное время для личных выступлений, размещения роликов и других материалов. Есть также эфирное время для совместных выступлений кандидатов. Главное – обеспечение для всех равных условий. Результаты жеребьевки будут утверждены на заседании Республиканской избирательной комиссии. Активная фаза выборов начинается за 28 дней до дня выборов. Мадр Сандан, Чайхан Дангак, Тува-24. Спасатели зарегистрировали первых в этом сезоне потерявшихся грибников. На 17 августа они завершили поиски пропавшей женщины в Пихемском районе, которая в полдень 16 августа при сборе грибов на станции Тайга не вышла к машине. В поисках были задействованы 6 групп и беспилотный летательный аппарат, оснащенный тепловизором. Женщина была найдена. Состояние здоровья удовлетворительное. В Туве, как и по всей стране, продолжается массовая вакцинация против новой коронавирусной инфекции. В республике ситуация с COVID-19 складывается так, что город заново переживает эпидемию. О темпах вакцинации на сегодня расскажет наш корреспондент Инна Клаян.
В Республике Тыва всего подлежат вакцинации 60% от общего количества взрослого населения или 124 290 человек. В настоящее время в республике развернуто 46 прививочных пунктов. Из них в городе Кызыле 23 и в Кажунах 23. Массовая вакцинация в Туве продолжается. В городе Кызыле развернуто 7 мобильных прививочных пунктов. В торговом центре 5 звезд, в помещении сельхозрынка в Восточном микрорайоне, в помещении торгового центра Курай, в ЦЗН города Кызыла, в отделении Сбербанка по улице Кочетова, дом 43, в МФЦ по улице Кичола, 7Б и в помещении Народного банка. Сегодня у нас до обеда провакцинировались всего 12 пациентов, то есть человек. Первым компонентом у нас привились 2 человека, гамковид, вакцина называется, и вторым компонентом у нас привилось уже 8 человек. Вакцина «Спутник Лайт», которые прививаются 1 раз, им привились у нас 5 человек. Специалисты уточнили, что вакцинация от COVID-19 состоит из 2 этапов. Вторая прививка ставится через 3 недели после первой, и она обязательна. Только 2 прививки формируют стойкий иммунитет от коронавируса. Перед вакцинацией у нас врач проводит осмотр пациентов на наличие хронических заболеваний и на наличие аллергических реакций. В течение 30 минут после вакцинации человек находится под наблюдением врачей, которые в дальнейшем будут связываться с ним, чтобы узнать о самочувствии. Работаем 2 компонентами. Первый компонент у нас с синей полоской. Это первый компонент. 1 доза делится на 2 человека. И вторая у нас на 1 человека. Когда ставим, мы при пациенте открываем крышку. Текущая ситуация с коронавирусной инфекцией в столице продолжает оставаться напряженной. В этих условиях необходимость скорейшей вакцинации горожан и в особенности людей из групп повышенного риска является ключевым фактором в борьбе с пандемией. В первую очередь тех, кто страдает наиболее опасными при COVID-19 хроническими заболеваниями. На сегодняшний день для госпитализации работают 2 госпиталя. Это многофункциональный центр по улице Байхакская и госпиталь инфекционной больницы по улице Чехова. К открытию готовится терапевтический корпус. Однако получить вакцину против COVID-19 смогут не все. Вакцинации подлежат лица старше 18 лет, которые не болели коронавирусной инфекцией. Врачи рекомендуют привиться каждому, чтобы обезопасить себя от инфекции. Вакцинация не положена людям с симптомами ОРВИ. Сделать прививку можно будет только через 2 недели после выздоровления. Особое приглашение адресуется тем, кто привился первым компонентом вакцины. Обязательно найдите возможность пройти полный курс вакцинации, получив 2-й компонент вакцины. Население все-таки видит необходимость вакцинации, роли вакцинации, да? Потому что, как мы уже знаем, это заболевание идет уже 2-й год. Оно особо опасное. Если человек не привит, несмотря на то, что соблюдает меры профилактики, где-то все-таки возможно заражение. Поэтому все равно мы можем заболеть. Вакцинация на данный момент является наиболее эффективным методом защиты от нового коронавируса и других инфекций. Защищает от тяжелых осложнений заболевания. Инна Клоянчик, Хандангак, Мирана Иргит, Тува-24. Спасателями продолжаются поиски утонувшего несовершеннолетнего мальчика в реке Енисей. Напомним, что 14 августа на номер 112 поступило сообщение о том, что на левобережных дачах при купании утонул несовершеннолетний ребенок. После получения информации оперативная группа спасателей незамедлительно выехала на место происшествия. Поиски продолжаются по настоящее время. Спасатели призывают всех неравнодушных граждан помочь в поисках ребенка, а жителей, заметивших подозрительные предметы на берегу реки, сообщить по номеру 6 66 16 или по номеру 112. Далее наш эфир продолжит блок тематических передач. Не переключайтесь.